Высказывание лидера правящей партии Грузии Бидины Иванишвили, который заявил о том, что Грузия готова извиниться перед остинами за пятидневную войну, связаны с парламентскими выборами в Грузии, которые пройдут в октябре этого года, заявил начальник информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов. В Грузии сейчас достаточно такая бурная предвыборная кампания. Там сложилась достаточно жесткая конкуренция между основными политическими силами. Эти процессы они усугубляются и внешним фактором, то есть давлением со стороны западных стран. В Южной Осетии учитывают этот контекст предвыборный. И, соответственно, это означает, что каких-то далеко идущих выводов делать из этого не стоит. Для нас самое главное, какие практические шаги, какие действия будут следовать со стороны грузинских властей, со стороны тех лиц, которые отвечают за формирование и реализацию основных направлений грузинской политики именно как государства. Конкуренция между основными политическими силами накануне парламентских выборов, намеченных на 26 октября, приобрела весьма жесткий характер. Очевидно, что тональность заявлений, которые регулярно озвучиваются и будут озвучиваться разными политическими силами, напрямую связана с контекстом избирательного цикла, уверен Вазагов. Политики Грузии очень щедры на разного рода заявления и обещания, но, как правило, на практике многое из этого не выполняется. То есть мы можем вспомнить те же обещания Михаила Саакашвили накануне вторжения в Южную Осетию, но буквально через несколько часов грузинские войска начали вторжение. Похожие в исполнении уже Эдуарда Шеварднадзе мы слышали, после войны 1989-1992 годов, когда он точно так же, выступая в Горе, заявлял о том, что в Грузии был провинциальный фашизм в лице режима Азведа Гамсахурдия, и что Грузия должна покаяться перед осетинами за все совершенные зверства. Однако за все этими заявлениями тогда также не последовало никаких практических шагов, то есть имеется в виду ни наказания виновных в совершении военных преступлений, ни признания Южной Осетии, ни компенсации нанесенного ущерба. То есть все эти заявления они так и остались на уровне голословных деклараций. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий 6-летний срок за превышение и злостное использование служебных полномочий, назвал высказывание Иванишвили беспрецедентной изменой. Исходя из всего опыта, мы будем дальше наблюдать за происходящим в Грузии с позиции стороннего наблюдателя и смотреть за тем, какие практические действия будут предприниматься именно по тем обозначенным вопросам, которые неоднократно были озвучены нашей стороной. Это касательно признания ответственности Грузии, реального признания, подписания соглашения о неприменении силы и по вопросам делимитации, демаркации границ. Конечно же, в комплексе это означает, что для восстановления добрососедских отношений Грузия прежде всего должна признать Южную Осетию и затем уже на равноправной основе выстраивать какое-то мирное будущее с учетом взаимного уважения, учета интересов. А все остальное, это, как я уже сказал, это декларация, это просто голословные заявления, которых мы за все последние десятилетия слышали предостаточно. Необходимо отметить, что позиция Южной Осетии по затронутой проблематике неоднократно озвучивалась и президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, и Министерством иностранных дел Республики Южная Осетия, и не претерпела никаких изменений. Исходя из печального опыта грузино-остинских отношений, в Цхинвале ожидают не только устных деклараций, но и практических шагов, в том числе в рамках женевских дискуссий, на которых главным вопросом остается достижение договоренности о подписании юридически обязывающего документа о гарантиях безопасности. При этом независимость Южной Осетии не может быть предметом обсуждений. Лена Газаева, Заурустаев, информационный выпуск. Сегодня.